Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Якутск – столица самого большого региона России, по праву гордится званием IT-столицы Дальнего Востока. Более 5 лет успешно работает технопарк Якутия, а в 2018 году свои двери распахнул и IT-парк, который собрал талантливых и амбициозных ребят из всех уголков нашей республики. И сегодня у нас в гостях человек, который прикоснулся к истории и созданию технопарка в Якутске, как говорится, стоял у IT-истоков. Это генеральный директор ОНО развития человеческого капитала правительства Москвы, ректор Технограда на ВДНХ, ментор фонда Сколково, профессор Сколтеха Максим Киселев. Добрый вечер, Максим Юрьевич. Все ли ваши регалии я перечислила? Добрый вечер, Ирина. Регалии можно еще и дальше перечислять, но я думаю, что это не так существенно, как то, что вы сказали сначала. Я действительно очень рад и горжусь тем, что помогал когда-то создавать технопарк Якутия и был в наблюдательном совете в течение лет 5 как минимум. Он старше на самом деле, чем 5 лет. Он на самом деле почти 10-летняя история уже. Вот расскажите тогда, пожалуйста, как это было, вот с вашей точки зрения, да, потому что, поскольку вы вот приезжали, потом опять приезжали, то есть у вас есть некий такой, ну, обзор, да, скажем, реперные точки какие-то можете проследить в развитии этого проекта, вот какие этапы становления он прошел, как вообще? Расскажу коротко. Технопарк Якутия создавался на самом деле вот в 2012 году, а началось с того, что ко мне в технопарк Сколково, где я был директором по развитию когда-то, но я работал почти с начала проекта Сколково, да, с лета 2011 года. Так вот, ко мне туда приехали как раз коллеги из Якутии, Анатолий Семенов, который горел этой историей создания технопарка. И вот с этого началась наша дружба, и с этого началась такая закладка, я бы сказал, концептуальная. Мы поделились тогда всем, что сами уже успели узнать, наработать, сделать. И потом вот запустился проект технопарка Якутия, как раз в некотором смысле по образцу того, что мы делали в технопарке Сколково. А уже потом, существенно позже, ну, эта идея была с самого начала в голове Анатолия, да, вот создание IT-парка. Но IT-парк – это только, собственно, 2018 год, то есть 4 года назад. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно прямо сейчас, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить текстовое сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Ну, IT-сфера в Якутии – это такой, ну, отдельный мир, отдельная вселенная. Да? Давайте назовем для наших зрителей, ну, скажем, 3 или 5, почему для себя надо открывать IT-сферу. Смотрите, вот то, что я уже хорошо узнал и с чем познакомился очень хорошо в Якутии, будучи в наблюдательном совете технопарка. Первое. Для Якутии, как мне кажется, вот IT-сфера, она очень органична именно в силу того, что Якутия самое холодное место на свете, и очень большую часть времени года люди так или иначе что-то могут делать из помещения, то есть из дома в наилучшем виде. И когда пришел интернет в Якутию, когда Якутия стала связана таким образом со всем миром, то, естественно, это очень органично дало большой толчок к появлению IT-компаний самого разного уровня в самых разных IT-сферах. Второе, насколько я понимаю, и, может быть, это, в общем, исторически обусловлено очень хорошо, что в Якутии очень сильная математическая школа, очень сильные математики. Мне приходилось бывать и в университете здесь. И я понимаю, насколько высокий уровень просто вот развития математики, что тоже, естественно, для IT, но абсолютно как бы правильная платформа. И, наконец, третье, я думаю, что просто вот я знаком со многими стартапами здесь, и меня всегда очень по-хорошему так радовало, насколько это активные, открытые люди, кто создавал. И в этом смысле есть такая, если хотите, по-хорошему такая авантюрность и готовность к тому, чтобы запускаться со своим делом, со своим бизнесом. Ну, как я уже сказал, в области информационных технологий особенно органично.
Кстати, между прочим, это не везде так по стране, потому что не все люди настолько охотно идут в свое дело. Это все-таки сопряжено у нас нередко с таким определенным страхом, опасением, что не получится, опасением, что придут и чего-нибудь такое зарегулируют, но вот в Якутии этого не было никогда. То есть имеется в виду, что люди предпочитают идти там на госслужбу, в какие-то корпорации, Да, совершенно точно. делать карьеру там. Но это одна из в какой-то масштабных компании, да? проблем, вот, с которой, честно говоря, я познакомился очень хорошо, когда начал работать в Сколково много-много лет назад, что в целом люди, наверное, так с трудом преодолевают барьеры вот такого рода. Но я психолог, поэтому мне органичнее говорить про психологический барьер, который возникает, как запустить свое. В общем, работать на работодателя, оно гораздо спокойнее. Но, может быть, это связано еще и с тем, что у нас традиции предпринимательства вообще довольно сильные в регионе. Это, исторически это было еще и до революции. И сейчас, даже несмотря на кризис там и так далее, мелкий, средний бизнес, они довольно большой вклад вносят в бюджет там, города, республики. Я думаю, что это прекрасно как раз. Это то, что нужно для того, чтобы дальше по инновационному пути все это развивалось. С математикой понятно, а вот на WhatsApp пришел вопрос от зрителя. Учусь в гуманитарном вузе, но нравится все, что связано с IT. Есть ли место для гуманитариев в этой сфере? Абсолютно, абсолютно есть место для гуманитариев, потому что очень большая сфера сейчас в информационных технологиях – это все, что связано с образованием. Да? Образование сейчас вообще очень сильно, как мы с вами понимаем, очень сильно вообще перешло вот в такую сферу IT непосредственно, как педагогический дизайн, как геймификация, как все, что позволяет на доступном уровне в разных абсолютно, к разным возрастам доносить образовательный контент. И, конечно, гуманитарии здесь, они могут в такой же степени быть создателями этого контента, а если они работают в командах, где у них есть, там, предположим, хорошие программисты и хорошие дизайнеры, то это вот то, что идеально нужно для так называемых стартапов в эдтехе. Я просто уже ряд лет сижу в такой международной, в жюри международной этой огромной премии, которая называется GESA, Global Educational Startup Awards. Да, то есть, и как раз все, что касается со стартапами в образовании, это очень быстро растущая, сильно растущая область, где гуманитарии себя однозначно могут найти. Это связано, наверное, и с пандемией тоже, да? Пандемия дала колоссальный пинок этому делу, потому что понятно, что когда сидели в локдауне, то единственной возможностью было все делать в онлайне. И, разумеется, там и с точки зрения создания, и с точки зрения трансляции контента, конечно, это прям бумило. Да, но не говоря уже о том, что в каждом стартапе все равно нужен маркетолог, пиарщик. Конечно, но вообще любая история, связанная с инновациями и развитием, да и с любым стартапом, это не история одного человека, это обязательно история команды, потому что инновации не создаются в одиночку. Да? И, конечно, для того, чтобы хорошую идею превратить во что-то, что станет ценностью для других людей, а именно это является инновацией. Не изобретение какое-то, которое может теоретически сделать один человек, а вот тот самый продукт, технология, которая пришла в рынок, вот это делается только командой, где нужен и HR-щик, и маркетолог, и разработчики, и финансисты. То есть, иными словами, команда людей, которая может довести это до рынка. Вот такой вопрос. В последнее время можно ли говорить, в последние дни, о каком-то массовом исходе айтишников из страны? Или это преждевременные выводы? Я не знаю, насколько массовым считать. Действительно, уехало довольно большое количество айтишников. И это не вопрос, с моей точки зрения, патриотизма, не патриотизма. Это немножко про другое. Вот насколько я знаю эту историю, да, то уехали многие, чей бизнес самым непосредственным образом был связан с взаимодействием с другими международными организациями, огромными IT-компаниями, организациями другого рода. Просто здесь нет дальше рынка, и поэтому, в общем, в некотором смысле это бизнес ничего личного. Знаете как? Относительно массовости, не знаю, можно ли это называть столь массовым, но хорошая сторона
этой медали или обратная сторона этой луны заключается в том, что для айтишников, кто остался, открываются те ниши, которые были заняты. То есть возможности, которые, собственно говоря, освободились сейчас в силу ухода ряда компаний. И больших игроков, и не таких больших в том числе. Но понятно, что сейчас здесь будет море работы, просто не в проворот, и связанных с кибербезопасностью, которая просто сейчас актуальнейшая тема для всех, особенно для финансовых организаций, практически для всех. И с той же геймификацией, и с образовательным контентом, его созданием и трансляцией. То есть куча ниш, которые стали доступны. Кстати, о кибербезопасности. Вот буквально сегодня утекли данные Яндекс.Еда в сеть. Не успел поймать, не знал Да, даже. нет, говорят, утекли, то есть понятно, как человека зовут, где он живет, сколько он денег потратил на доставку еды. И, в общем, все это несколько часов было в свободном доступе. Да, но эта картинка, конечно, грустная, просто по той причине, что сейчас на уровне того, что мы предполагаем так или иначе, может и преступность возрасти, это, конечно, не здорово, но, кроме всего прочего, любая утечка персональных данных, персональной информации, это, конечно, большая потеря и определенные риски. Но кибербезопасность действительно сейчас просто, можно сказать, на острие. Ну да, но с другой стороны, говоря о тех айтишниках, кто остался, как вы правильно сказали, открываются новые ниши. Кроме того, они получили сейчас отмену проверок, кучу льгот налоговых. Да, в общем, и налоговые льготы, в общем, беспрецедентные на самом деле. И отсрочка от призыва всем, кто в IT работает. Да, но на самом деле я даже смотрел апдейты вчерашним днем, когда Мишустин, собственно, еще очередной пакет этих мер поддержки объявлял, и их действительно много, и они серьезные. И насколько как специалист вы можете сказать, они будут действенными? Или насколько они... Вы знаете, я думаю, что они Насколько это то, что нужно? Во всяком случае, для IT-отрасли то, что анонсировано, безусловно, это то, что нужно. Хотя и для бизнеса в целом, потому что там, предположим, ограничение проверок касается не только IT-бизнеса, а всех бизнесов. Конечно, чем менее сейчас будут разные сферы зарегулированы, и чем меньше будет возможностей, что называется, кошмарить бизнес, тем лучше в текущей ситуации. Это лучше для тех, кто делает бизнес, и, конечно, лучше для их клиентов. Поэтому мне кажется, что будут действенны. Но, опять же, люди будут делать свой выбор, в соответствии и со своим бизнесом, и в соответствии с тем, что они сами думают и чувствуют по этому поводу. И для тех, кто останется, конечно, эти меры помогут. У меня нет сомнений в этом. Давайте перейдем обратно, к айтишникам. Те ребята, которые являются профессионалами, ведут свой бизнес активно, уделяют внимание молодежи. Встречаются с детьми, с подростками, общаются с ними на равных и говорят, что у них есть чему поучиться. И для среднего учителя в школе это не характерно, так скажем, потому что учитель всегда прав, ученик должен только слушать. Такой подход, он, может быть, у вузовских преподавателей уже появляется более такой, они начинают диалоговый, они уже начинают интересоваться мнением студента и так далее. А как научиться видеть перспективу в детях? Вы затронули прям больную тему очень, потому что я считаю, что, конечно, в этом смысле наша система образования в целом, она, я бы так сказал, сильно несовершенна. То есть она несовершенно подходна, потому что с точки зрения подхода, наша система общего образования, это давайте мы напихаем в голову ребенка знания по той модели, которая у нас была, по ВГОСам и всему-всему. Сможет ли он использовать эти знания, это уже школу как таковую не волнует. То ли это с точки зрения компетенций, конечно, не то, как я об этом думаю. И, конечно, это не то, что нужно для будущего. Но этот подход, к сожалению, система образования всегда консервативна, но как-то в нашей стране порой мы можем сказать особенно консервативна. Больше того, у нас изначально какой-то неправильный подход даже к приходу в школу маленького человека. Потому что мы говорим, давайте мы будем готовить ребенка к школе. А
Почему? Мне так кажется, что гораздо правильнее школу готовить к ребенку, а не ребенка к школе. И вот те самые мягкие навыки, или то, что skills, касается, да, soft skills, вот то, что мы называем гибкими, мягкими, transferable skills в английском, которые нужны везде и всюду, чем бы потом не решил заниматься молодой человек. Вот это как раз проходит мимо школы. В школе этому не учат, это не развивают, а вот это то самое, что нужно развивать с детского сада, совсем не с уровня школы. Когда вот эти так называемые большие 4 К, да, или Big 4C, это как раз критическое мышление, креативность, коллаборативность и коммуникации, вот это вот надо делать до школы. Ну, конечно, это делается в первую очередь в родительской семье, но по идее дошкольное учреждение, если ребенок туда попадает, они на это должны быть направлены, а не на то, чтобы вдолбить там до школы еще как считать, как писать. Это в школе сделают. Знаете, у меня когда старшая дочка заканчивала школу, она сказала, в школе не учат двум главным вещам. Я говорю, каким? Она говорит, способности анализировать и критическому мышлению. Да, абсолютно. Абсолютно. Знаете, были такие грустные исследования, честно. Это не я их как бы упоминаю первым, потому что об этом Греф говорил в одном из своих таких пассажей про образование, что когда у нас дети приходят в школу, у них уровень креативности, ну, определенным образом замеряемый, он составляет порядка 70-80%, да? Когда они оканчивают школу, он опускается до 3%. То есть получается, что школа, система образования, она убивает креативность и, конечно, критическое мышление, как вы сами сказали, когда у тебя учитель, носитель истины в конечной инстанции всегда прав, то, по сути дела, не оставляется вот этого простора для того, чтобы своими глазами посмотреть на вещи. А тогда выход в чем? Хоумскулинг или какие-то частные школы? Да нет, ну выход, конечно же, есть, и другие подходы есть, и у нас появляются, и сейчас, наверное, все больше появляется каких-то школ, но, правда, больше это все-таки частные школы, не государственные школы, которые начинают идти по пути вот этой совершенно другой, совершенно новой модели. Причем новая она просто потому, как все новое, хорошо забытое старое. То есть, предположим, то, что в таких прогрессивных и реформируемых школах сейчас как перевернутый класс, да, flip class. То есть перевернутый это что означает? Сначала дается некая проблема, дети начинают думать, как ее решить, а потом там учитель показывает, какие нужны были знания или что нужно было, или каким образом это можно было сделать лучше. То есть мы, кстати, в Сколтехе используем эту схему всегда, перевернутого класса такого. Вот. И это уже начинает происходить, равно как во многих школах появляется вот понимание того, что все-таки мы живем в настолько быстро меняющемся мире, что нужно не вдалбливать знания, а нужно в первую очередь научить учиться и научить эти знания получать, быстро осваивать новое, как одна из важнейших компетенций современности и вот уже наступившего будущего, если хотите, да? Потому что hard skills и вот технологические знания, они же очень быстро устаревают. То есть в реальном смысле. Ну, я не имею в виду основы, да, там, я не имею в виду законы термодинамики, но я имею в виду те вещи, которые, ну, реально потом могут и вовсе не понадобиться. Просто вовсе не понадобится. Вот вы, например, помните, что такое там, я не знаю, там синус, косинус, тангенс, котангенс, да? То есть, может быть, вы и помните, может быть, что-то и кликает, но вы часто это используете. Но смотрите, вот такая история просто, что действительно тренд от профессии к компетенциям – это то, что нужно для того, чтобы там через 10-15 лет в этой перспективе мы не столкнулись с такой неподготовленностью вот выпускников школ, в последующем там вузов, не только к профессии и бизнесу как таковому, но к жизни. К жизни. Вот подробнее расскажите про этот тренд, что он в себя включает. Ну, на самом деле, смотрите, эта история тоже не мной придуманная, но мне повезло, я участвовал даже в нашем первом таком большом обсуждении Global Education в Калифорнии 7 лет назад, когда была самая первая вот такая большая международная встреча, и когда стало понятно, вот откуда родилась эта повестка 2035, что в 1935 году совсем по-другому нужно будет уже, ну, собственно, строить систему
образования, и она будет так или иначе неизбежно абсолютно склоняться вот от этих вот напихиваем в голову знаний к тому, чтобы подготовить там, молодых людей, как я уже сказал, получать эти знания, необходимые знания самим, то есть учить учиться, то есть вот те самые soft skills, о которых мы начали говорить, да? И важнейший из них как раз критическое мышление, способность посмотреть своими глазами на вещи. Креативность, когда способность посмотреть на привычные вещи под другим углом зрения и увидеть вот это новое, да? Коллаборативность, я уже сказал, все создается только командами. И команда обладает таким прекрасным свойством, как синергия, где там 1 + 1 + 1 + 1 гораздо больше, чем 4, потому что появляется новое качество. То есть взаимодействие с другими людьми, и вот этой коллаборации тоже надо учить, конечно, развивать ее правильно. И, конечно же, коммуникации, куда включается вот такой рамкой прекрасной для продуктивных коммуникаций в любом деле. Неважно, в IT-сфере, в сельском хозяйстве, в биотехнологиях, да где угодно. Нужно коммуницировать с другими людьми так, чтобы это было продуктивно, конструктивно, и так, чтобы и то совместное дело, которое делается, хорошо шло. И все были счастливы, что называется, на определенном уровне энергии могли вместе работать. И поэтому эмоциональный интеллект здесь является прекрасной, великолепной рамкой. Эмоциональный интеллект – это, ну, по сути дела, история, которая связана с умением распознавать свои собственные эмоции и чувства для того, чтобы ими разумно управлять. Не подавлять, а именно разумно управлять. Это совершенно разные вещи. Равно как уметь увидеть и распознать эмоции и чувства других людей, чтобы выстраивать те отношения, которые нужны, как я уже сказал, в любом деле, в какой бы сфере оно ни разворачивалось. Ну вот как развивать эти навыки, которым не учат в школе? Вот Но, детям как? Смотрите, детям как? Здесь, конечно, большая ответственность на родительской семье, скажу честно. Но помимо этого, на всех тех вещах, которые, может быть, вне школы, помогают это делать. Вот, например, в нашем видении, нашей, как мы ласково называем, ОНОшки, да, в правительстве Москвы, потому что это Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. И одним из важнейших наших направлений деятельности является профориентация, профнавигация. Причем с раннего возраста. У нас самые разные проекты и программы, которые там от мала до велика. Так вот, у нас 21 детский технопарк. Это прекрасная история, прекрасная площадка для того, чтобы помимо развития так называемых STEM, да, вот Science, Technology, Engineering, Mathematics, то есть ну, вот то, что касается, скажем так, инженерного творчества, вхождения в науку и так дальше. Но помимо этого, это прекрасные площадки для того, чтобы развивать именно мягкие навыки, чтобы дети могли вместе работать над проектом, чтобы они понимали, как взаимодействовать в команде, да, там, поддерживая друг друга, чтобы они понимали, чего сами хотят, что нравится, что не нравится, и понимали, что в голове у других людей по То есть этому поводу. развитием человеческого капитала вы занимаетесь прямо вот со Да, школьников? прямо у нас, ну, как бы наша нижняя граница, я бы так сказал, это первый класс школы. Как-то до этого мы не очень идем, потому что совсем маленьких детей немножко другие задачи. Но начиная с первого класса школы, буквально у нас и в Технограде есть программы, которые этому адресованы. Но детские технопарки Москвы, они больше лет с 11, с 12. Потому что там все-таки вот это что-то, что заменило когда-то существовавшее там научно-техническое творчество, потом эти кружки благополучно канули в лету, а детские технопарки – это возобновление вот этой истории научно-технического творчества. Ну, Давайте нашим зрителям объясним, что такое человеческий капитал. С удовольствием большим. Человеческий капитал – это очень особый вид капитала, и как бы мы говорим о разных уровнях, но агрегирование этого капитала. То есть человеческий капитал есть у каждого из нас. У вас, у меня. Это те знания, опыт, те компетенции, которые мы трансформируем, да, в нашу экономическую активность. Мы работаем, получаем за это денежку. Вот наша экономическая активность – это область, где реализуется индивидуальный человеческий капитал. Но если мы идем, люди как ресурс? Нет, это не просто люди как ресурс. Это именно особый вид капитала, который принципиально отличается, предположим, от капитала финансового, тем, что он
от носителя капитала неотделим. Вы не можете взять и продать в буквальном смысле то, что знаете и умеете. Не, ну я же могу устроиться на работу и продать свои навыки и Так умения. вот я об этом и говорю. Вот тогда это ваш человеческий капитал. Вы не знания и умения продаете, а вы реализуете в своей работе, в своей экономической деятельности то, что знаете и умеете. От вас это неотделимо, потому что это вы. Но дальше мы говорим о других совершенно уровнях агрегирования, ну такое уж не мое тоже слово, но больше из терминологии. Когда мы говорим, предположим, о человеческом капитале организации, то есть это совокупно то, что люди в этой организации могут вместе сделать. И это человеческий капитал организации. Понятно, компании все очень боролись и борются, да, за то, чтобы у них и качество, и уровень развития этого человеческого капитала был супер-пупер. Дальше мы говорим, есть человеческий капитал города, региона, страны, а вообще-то есть и глобальный человеческий капитал, и по этому поводу и много написано, и много сделано. Вообще введен термин был, на самом деле, давно очень, и несколько нобелевских премий были получены, ну, как вы знаете, там, Шульца, Беккера, которые, собственно говоря, те мировые исследователи, кто выделил это и концептуализировал это как вот такой очень особый вид капитала. Что интересно в нашей стране произошло? Если когда-то вот раньше человеческий капитал в наибольшей степени воспринимался как такая затратная сфера для государственных вложений. Затратная, ну, потому что человеческий капитал, в первую очередь, его фактором является образование, да, здоровье людей, ну, в том числе, как бы сказать, социальная сфера, где там происходит такая интересная история, когда это предстает и как потребление, и как развитие одновременно. Ну, предположим, вы идете в музей, вы как бы клиент музея, вы потребили, там, скажем так условно, культурную ценность. Но эта культурная ценность вложилась в ваш человеческий капитал. Да? Вот. Если раньше это понималось исключительно как затратная сфера, то давно уже достаточно пришло к пониманию того, что самый главный фактор социально-экономического развития любой институции, любого региона, да, это именно люди. Это именно человеческий капитал. Потому что именно людьми и благодаря их человеческому капиталу создаются те ценности, которые включаются там, я не знаю, в ВРП и так далее, все формальные экономические показатели. Ну, говоря о человеческом капитале, вы сейчас сказали, там предприятия, города, региона, ну вот глава нашего региона Александр Николаев уделяет пристальное всегда внимание развитию человеческого капитала. Вот как бы вы оценили Якутию в этом плане, в смысле человеческого капитала? Очень как специалист. Да, прекраснейший вопрос, с которым на самом деле я довольно давно работал, потому что я еще профессор Жан Хикс нашей президентской академии. И работал Госслужбы и народного хозяйства. Да, народного хозяйства и госслужбы. Когда-то это было народного хозяйства, я стал там работать еще с тех времен, когда это просто было народного хозяйства. Так вот, я участвую постоянно в программах как раз развития регионов. И в одной из них, которая была на Дальнем Востоке именно, у меня же была целая команда большущая из Якутии, проводилось это в Хабаровске, но это был целый дальневосточный регион. Когда мы обсуждали всю вот эту проблематику, в том числе человеческого капитала, и Якутия здесь очень хорошо выглядит во всех смыслах. Может быть, в том числе и благодаря такой заботе руководства. Потому что у Якутии не звучало так сильно, как у многих других регионов, в том числе, вот, что называется, соседей с Дальнего Востока, что люди массово уезжают из Якутии. И это колоссальная, как мне кажется, вот такая заслуга того, что удалось здесь сделать, и, наверное, в немало важной степени заслуга вот такого внимания руководства, что, во-первых, люди здесь остаются, здесь создают там такие суперинновационные проекты, какие, скажем, даже сегодня я увидел вот в IT-партии, или до этого постоянно с ними знакомился в технопартии Якутия, да, и, ну, это связано, наверное, в немаловажной степени с одной простой вещью. Они могут себя здесь реализовать. Хотя очень многие регионы жаловались прямо буквально, а что нам сделать?
как нам быть, чтобы не уезжали так массово, как уезжают. Даже для многих регионов это большущая проблема, что где люди? У нас мало людей. Я не говорю, что в Якутии людей для всего хватает. Я уверен, что тоже для всего не хватает. Для всего не хватает, Да, кадровый голод. но тем не менее ситуация гораздо лучше, чем во многих и многих и многих знакомых мне регионах. Ну, это что ж, это так вдохновляет. Еще хотела у вас спросить, что такое метавселенная. Ой, слушайте, метавселенная. Кто-нибудь вам ответит, что это такой новый хип невероятный, да? Я не великий знаток метавселенной, NFT, да, того, что связано сейчас с блокчейном и криптовалютами, но я понимаю, что это некая альтернативная реальность создается, и в этой альтернативной реальности, фактически виртуальной реальности, создается совершенно новый альтернативный как бы институт финансового обращения, когда то, что мы привыкли видеть как реальные ощутимые вещи, становятся цифровыми активами. То есть это не то, что можно потрогать, перенести, передать, это другого рода активы, за которые совершенно другим способом, что называется, владельцы могут расплачиваться. И вот этот бум, который сейчас связан с метавселенной, я думаю, что он значительное время продолжится, потому что в буквальном смысле он для кого-то явился таким новым миром возможностей. Вот те же самые NFT, да, то есть такие как бы непередаваемые там токены, то, что как инструмент используется, да, то есть, по сути дела, дает возможности людям становиться создателями цифрового актива, и потом этот цифровой актив в метавселенной, если хотите, эксплуатировать. То есть, если взять такой аналог простой, была бы у нас, предположим, там земля, да, эту землю можно использовать, там, растить на ней что угодно. Можно ее передавать в аренду, можно ее продавать. Вот такая же история происходит с NFT в метавселенной, но только по-другому, получая интерес и выгоду от своего актива, точно так же. Там его можно использовать, его можно сдавать в аренду, его можно продавать целиком. Но эта история, поскольку связана с блокчейном, то мы очень ясно представляем себе, кто владелец или кто арендатор в этом случае, да, за какие деньги это может арендоваться или может продаваться. Эта вся история становится абсолютно такой прозрачной. Хотя, честно, еще раз говорю, как долго продержится эта история, я не знаю. То есть она завязана на блокчейн все-таки, да? Конечно, конечно. Это история, которая завязана на блокчейн, и это история, которая завязана на использование, я бы так назвал, других денег. То есть криптовалюта – это неизбежная часть этой истории. Вы принимаете участие в фестивале Мусустар. Сегодня тоже пришли с трека, да? Откуда-то расскажите, что у вас за трек, что вы интересного увидели? Слушайте, я увидел ясные, такие очень заинтересованные глаза моих слушателей, потому что там в зале, где это происходило, было битком, и плюс еще была трансляция на множество, так я понимаю, мест в Лусах и везде по всей большой Якутии. И мне очень понравилась аудитория моя сегодняшняя. А разговаривали мы, как раз-таки о том, что такое кризис и какие стратегии может принять для того, чтобы в этом кризисе находить не только опасность, но возможность. Мы говорили о том, что такое инновационное предпринимательство, говорили о том, как раз, что означает вообще работать с инновациями, как это происходит. Там довольно приличное количество тем, но начал я немножко не с этого, а начал я с контекста, когда мы сначала обсудили, нравится нам, не нравится, но мы живем в этом самом VUCA-мире, да? Мире, который очень высокой волатильности, очень высокой сложности, неопределенности и еще и неоднозначности ко всему. И тогда получается, что
Ну, как можно потеряться и сказать, ой-ой-ой, как же все у нас там сложно, ужасно и неопределенно. А неопределенность, должен вам сказать, я же психолог, не могу не упомянуть. Фрейд называл самым страшным страхом, потому что неопределенность в наибольшей степени бьет нам по основному инстинкту, по нашему инстинкту самосохранения. Когда мы должны готовиться к самым грустным сценариям, а неопределенность не позволяет подготовиться, не знаешь к чему. Да? Вот, И вот как с этим бороться? Надо учиться жить в условиях неопределенности? Или нужно представлять себе там какие-то Надо самые страшные, самые оптимистичные, самый какой-то сценарий? И потом... Елена, слушайте, я отвечу немножко тавтологично. Да? Я скажу, что неопределенность надо определять. То есть, иными словами, чем больше ясности, тем нам психологически гораздо лучше, и мы на самом деле чувствуем энергию для последующего действия. Потому что нужно просто, извините меня, опять за такое сложное слово, декомпозировать, а чего, собственно, мы боимся вот в этих условиях. Вот чего именно. И когда мы говорим о тревожности, скажем, которая наступает, ну, в такие времена, как ныне, да, там много стрессоров, много неожиданно свалившихся трудностей и так дальше, то, мне кажется, здесь очень многое зависит от того, какие установки или настрой принимает сам человек. Потому что одна история – это как бы рвать на себе волосы по поводу того, чего ты изменить уже не можешь. Вот то, что случилось, уже случилось. И как бы изменить прошлого никому из нас не дано. Вторая вещь, которая тревога. Тревога всегда адресована к будущему. Наиболее правильная фокусировка – это фокусировка на настоящем. Вот что сегодня, здесь, сейчас ты можешь делать, что зависит от тебя, что находится в рамках твоего контроля. Твоя, предположим, забота и любовь о близких. Ты можешь это делать? Делай. Да? То, что связано с твоей самореализацией, вот то, что ты можешь делать, там, создавать стартап, пытаться его развивать и так дальше. Можешь? Делай. Сегодня, сейчас. Ну, в общем, живи здесь и сейчас, делай, что должен, и да, будь, что будет. К сожалению, что происходит в момент любого кризиса, кризис очень схлопывает для нас горизонты планирования. Да. И если мы хотели бы планировать там на 5 лет вперед, но вы знаете, много людей, кто сейчас на 5 лет вперед что-нибудь планирует. Ну, слушайте, в начале года мы планировали на 5 лет вперед, а Да, а потом бабах. 2 недели назад, месяц назад это стало невозможным. И я думаю, что это у всех примерно похожая ситуация, когда стало невозможно, но даже в нашей не рабочей, а в нашей частной жизни произошло примерно то же самое, когда давайте мы будем радоваться тому, что у нас есть в каждом дне, и вот в каждом этом дне делать по максимуму того прекрасного, доброго, хорошего, что можем. Спасибо вам, Максим Юрьевич. У нас время нашей программы подошло к концу. Некоторые вопросы мне помогли подготовить коллеги из Центра управления регионом. Благодарю вас за беседу. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.